Начинаем первое заседание рабочей группы Альбина Прокопьевна Варович. Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот по обращению члена Общественной палаты Аргунова Евстафия Пантелеймоновича по защите верховья реки Амга. Ну и по другим вопросам. Ага. Слово для приветствия представляется заместителю председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Бугаеву Николаю Дмитриевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех видеть в добром здравии. Вопрос по защите леса на реке Амга, он стоит уже с прошлого года. Вот, мы все знаем, что лес — это не просто наше богатство, но и вот недавно вышла статья в журнале Science 25 июня 2020 года о том, что вот есть такая теория, что леса создают не только дожди, но и создают ветра, которые, значит, переносят эти дожди. И благодаря вот сибирской тайге, нашей тайге, дожди идут в Китае, подпитываются реки Сибири. То есть значение леса, оно очень большое. Я вот, например, проходил практику в королевстве Норвегия, и там, например, у них лесное хозяйство очень развитое. Оно где-то 120 тысяч, там есть 125 тысяч собственников леса, из них 120 тысяч это частные владения. И прирост леса у них идет примерно 20 миллионов кубометров каждый год. То есть добывают его где-то 10 миллионов. То есть на 50% больше идет прироста. То есть они занимаются активно, не только добывают лес, но и сажают новый лес. Вот, поэтому сейчас, вот, когда встают такие вопросы, наверное, надо будет нам, работа нашей экспертной группы будет на два фронта разделена. Это первое, это анализ и экспертиза действующего законодательства, и федерального, и регионального. И второе, это то, что мы должны контролировать, помогать контролировать, сделать общественный контроль за соблюдением уже действующего законодательства. Вот я вижу два направления. Вот. И, конечно же, нам надо будет, наверное, выехать на место, посмотреть. Вот я здесь вижу очень многих наших экспертов, которые не один год этим делом занимаются. Поэтому думаю, что наша группа и Общественная палата сделает все для того, чтобы, первое, это защитить экологию нашей республики, второе, значит, смотреть о том, чтобы, если будет использование леса, это было, чтобы в рамках действующего законодательства и чтобы не нарушалось разнообразие видов в нашей тайге. Вот, поэтому я очень рад, что вас всех видеть, и то, что я есть в этой группе. И хочу, чтобы наша группа, она заявила о себе и показала, что есть у нас такой общественный контроль. И то, что вот такой хищнической вырубки лесов, которые происходят, к сожалению, у наших соседей в Иркутской области, у нас, конечно, такого не должно быть. Лес, он должен, конечно, приносить пользу, вот как это есть в развитых странах, но это не должно быть хищническим, и, конечно, вот охранные зоны тоже должны соблюдаться. Поэтому я хочу пожелать всем нам хорошей, продуктивной работы, и чтобы наша работа, она была открытой, и чтобы люди знали, что Общественная палата, она занимается этим вопросом. Спасибо. Так, разрешите представить участников сегодняшнего заседания рабочей группы. Вот, это члены рабочей группы Общественной палаты. Вот, Аржаков Владимир Владимирович, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Алексеев Афанасий Павлович, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Аргунов Евстафий Пантелеймонович, пока, к сожалению, не подключился, он член Общественной палаты от Амгинского улуса.
Анисимов Сергей Егорович, член Общественной палаты, Васильева Галина Сафроновна. Вот, и также членами рабочей группы являются наши эксперты. Это руководитель Центра экологического просвещения ЭИГ Дмитриева Валентина Иннокентьевна и заместитель директора Института мезозлатоведения Федоров Александр Николаевич. Также в работе заседания рабочей группы принимает участие председатель Совета народных депутатов Амгинского улуса Софья Лаврентьевна Александрова и председатель районного совета депутатов Алданского района Леонид Николаевич Князев. Также принимают участие представители движения «Защитим реку Амга». Это Нестеров Степан Дмитриевич, Шишигина Анна Зиновьевна, Сутаков Степан Степанович, Шилова Вера Геларьевна, Василий Егорович Васильев Харасхал, народный писатель Республики Саха-Якутия, и Владислав Петрович Коротов. Вот. Также член Общественного экологического совета Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Степанов Иван Валентинович. Вот. И представитель молодежного правительства Республики Саха-Якутия, представитель общины коренных малочисленных народов Алданского улуса Винокуров Никон Иннокентьевич. Вот. Но сегодняшнее заседание, первое установочное, мы на этом заседании должны наметить и принять план нашей совместной работы. Вот. И в этой связи я хотел бы попросить, чтобы все выступающие выступили с конкретными предложениями по работе, что наша комиссия должна сделать, какие мероприятия должна запланировать и с какими вопросами наша комиссия и Общественная палата Республики Саха-Якутия должна будет выйти на правительство республики, правительство Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, ну и общественные палаты наших соседних регионов. Вот. И разрешите предоставить слово председателю Совета депутатов Амгинского улуса Софье Лаврентьевне Александровой. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней конференции. Мы, амгинцы, очень рады, что вот Общественная палата сегодня вот проводит первое рабочее совещание для того, чтобы взяться за очень благое дело. Все мы, конечно, очень хорошо понимаем, что нашему поколению подрастающему должна доставаться именно красота природы. Природа, и это и есть наша жизнь, и это здоровье всей нации нашей. И сегодня АМГА, вот совместно инициативная группа, общественность наша очень активно во главе с главой Амгинского улуса с Николаем Архиповичем Архиповым активно работаем по поводу защиты реки Амга, которая протекает и берет начало в Алекминском районе и заканчивается вот в Тампонском районе. Поэтому все улусы, которых затрагивает наша любимая, чистейшая, которая на сегодняшний день единственная, почти чистая осталась, да, это надо отметить обязательно. И все улусы, они нас поддерживают и те улусы, которых вообще не касается наша река, потому что вот Вилюйская группа улусов, как они свою реку Вилюй тоже защищали. И поэтому я думаю, этот вопрос должен касаться не только реки Амга, но и всех рек, всю вообще вот весь ареал природы нашей Якутии. Сегодня, ну, мы какую работу проводили, в общем, все вы знаете, да, на сегодняшний день конкретно мы вот с нашей инициативной группой, во главе которой является Анна Зиновьевна Шишигина, подготовили и отправили письмо Министерства экологии, чтобы нам предоставили экспертные заключения, которые положительные, все мы тоже знаем от средств массовой информации и так далее, что, к сожалению, ООО «Ангара» и Вудлин-24 на сегодня получено уже положительные заключения экспертные, и он уже собирается начать свою работу, да.
И только судом мы можем сегодня решить и закончить этот вопрос для того, чтобы вот расторгнуть этот договор. Ни Министерство экологии, и никто не имеет вот на это силу для того, чтобы вообще все это расторгнуть, да? Но нам нужна помощь по адвокатам. Без адвокатов мы судиться, и вот этот вопрос тоже нам будет очень сложно. Поэтому мы тоже общественную палату просим помочь вас в этом вопросе. Сегодня по телевидению я увидела, что Государственное собрание Илтумен будет ставить вопрос по защите закона, но закона о вечной мерзлоте. Это очень отрадно. К сожалению, нашу Якутию, весь ареал природы может спасти этот закон, если примут закон по вечной мерзлоте. Поэтому наше предложение обязательно по вечной мерзлоте конкретно работать. Это вот первое, да. Второе. Работать обязательно с адвокатами, чтобы адвокаты у нас были, чтобы юридическая сила у нас была грамотная и очень сильная. И, пользуясь случаем, я хочу сказать огромную благодарность. Мы с князем Леонидом Николаевичем Салданом тоже вот тесно работаем, потому что вот этот конкретный вопрос, который сегодня стоит, он объединяет вот наши два улуса, да, и мы вот запланировали в начале августа выездное заседание уже на месте, общественная наша инициативная группа, глава улуса и районный совет депутатов. Мы должны выехать в город Алдан для обсуждения этого вопроса, смотреть на месте, какой лес там будут трогать и так далее. Поэтому там надо было бы тоже предложение, я вношу, да, чтобы по вечной мерзлоте Институт мерзлотоведения, чтобы участвовала в проведении вот этой конференции нашего выездного совещания. Ну и в ходе, наверное, всего того, что вот поскольку сегодня первое рабочее совещание, да, в ходе нашей работы мы будем конкретно тоже вносить свои предложения. Я вам, в принципе, сказала наши планы, действия наших работ, да, а для того, чтобы для освещения, тоже хочу сказать, мы должны показать сами еще, что мы не просто требовать, да, а свое отношение к своей любимой природе. Что мы делаем, например, в Улусе? Мы сейчас проводим конкурсы по всем наследям, и он называется, первый это лесопарк, да, что брошенные участки и так далее, перевести посадки деревьев и так далее, что мы любим свою землю, свой район. Поэтому вот со своей стороны мы должны все это показать. Видео, снимки есть у нас и так далее, о котором, наверное, я думаю, Степан Дмитриевич скажет, да, в своем выступлении. Поэтому вот вся общественность, все население Амги на сегодняшний день на ногах за то, чтобы защитить свой лес, свою природу и свою реку, матушку, реку Амга. Спасибо за внимание. Спасибо за интересное предложение. Так, и слово предоставляется представителю движения «Защитим реку Амга» Нестерову Степану Дмитриевичу. Алло, Илья, да? Илья. Ütüyorgunun atamen ben hakalıklı buna ne diye bulduk. Da bilgi barı bilebit hep de saka haka heriger bütünlüğü öğreturu var da bu ammaluğun eraca kaybol batak bu haka herin bütünlüğü alcar kaybolur hep de. Alcar jentili menak tutu apı kınamaran bu büyümlüğüne içine etekkan da hagastı. Oya da kana bilgin sokomut kuhaganıttan. Bütün Rusya dünen sokomut tiye mahın karıstahınga tiyeni karıstahınga sokomut nöltağıttan. Bu alcar kaybola turur. Barı bilebit hep de barı körü olur. Rusya dün bütünlük kerden kalliler. Bütünlük splashnoy kerdi. Ayas albınlamı kanada bebe bitin hep de. Ol didila mahakad diyaktara, yaşıyuhun asmut mahakad diyaktara, egince. Bilgin kerdi bollar ara, havalanlar ara. Bu haka here bütün
дойду дүйнен улахана жарқай бола кытталла. Оланы барытын әттілер. Ушонайдар бұттағаны депутаттар дағаны бары білебіт, хепте. Онын ағасты кепсетіні үйтеген дейбін. Тебелеген мен экология сақайры сыйхатын, чепчеден арыхымнағасты әттіға сыйхатын, хепте, білінен. Kini bu sihatın ayağın könürüyen nada cihanı. Bastadan duran. Bebe bitin ayağın koru otaspakka, kettispakka. İldar kamıdın daha ugan bir bekka. Barım unyustamıt hepte. Bu ulakan su konlamanla tiyeddi bekkere. Barı bu sihatın ayağın könürür tuhu var. Olanını öy bütün barıdın kol bu kanada gen min kolubura. Tabii bu manna Şüveli hemmarani ne sanığı. Sokun kuhaganıttan, arasıya hukuana tiye karıstavılgar sokunu kuhaganıttan. Bu barıda takka durar. Ondan bihigi törevi doydugutun, bihigere buludu. Doydular barı karıstavıllar. Arkan keskette hağalan bu bihika gelle. Bihi bütehik tiye hamay ulakan tümni irbet tonu karıstıyorlar tiye bütün. Kas biddi masbı karıstıyor. Onu ketteddek mi? Anduydu katastrofada ni ayas to havalan turamut. Barı hukumanlar barıta, barı tuaktar barıta bağlılar behigini kömüske herge. Greenpeace'e tiye vardı. UNESCO'ya tiye huruydu. Hepte. Öse üye bilgin töhe bağırır tiyer kaktak. Ol gınamaran. İçini barıtın toktotor kaktak hebiligin hukuduk behigi beyebi tere. Ona nil darkan ngatakkan kini bu sokun bıhıtından tuğ bıhıtından ayan sıyı var bu dokümen proyektin hepte içini vardan toktotun şep hebilgin tan ağastıga takıcamasını bu nikap ayas külü olur hepte bu hakalar bebelerin kirisinler töhe bağırır bir yemeni uhattınlar diyen Kühün bu geldiğinden o arasıya hukukunun büyüğünden belirli bit. Olin bilgin tövevüdün doktor, barım tümüğün kaytak bu kuhan situasya kilbip bititten taksar kına. Çonluk. Bu komtacın bakıyorlar. А какое ваше конкретное предложение? План работы? Николай Андреевич, один вопрос. В комиссии у нас есть вот из прокуратуры экологии. Экология прокуратуры такие вады. Ну, у нас эколог Дмитриева Валентина Иннокентьевна, эколог Васильева Галина Саброновна. Николай Андреевич, он спрашивает про экологическую природоохранную прокуратуру. А, нет, у нас только общественники. Вот sayınan ammara örüş bahıgat diyen bol bakka. Haka heriyer. Maske dini. Kelim maske dini hatta. Pramышленный maske dini. Ayan sorgojet. Boborgojet. Hatta bir kolobronluk durursa. Ama baha içi sakalanı iter. Ama bahıgar kiydiler. Bütte. Haka heriyer bütünlüğü kiren barallar. Kanna bağırır ki kıray dergâ günlerge bilin diyeceğleri gün kördük. Bu hoğutuk Zabaykaskay Baykal tügürü çökeddilerin kördük. Hepte. Barıda dinlik. Diyisige kireller ona hakalan kiren barallar. Onun bir etibit değil. Haka heriger. Maske dikin. Kelim maske dikin. Ayaz babargojen. Ну, то есть общественная палата Саха-Якутия имеет большой опыт проведения круглых столов и общественных обсуждений вопроса лесного хозяйства в республике Саха-Якутия. Вот, ну, значит, если выразить ваше предложение, то это получается провести круглый стол по состоянию лесного хозяйства республики Саха-Якутия по вопросам вырубки леса и по лесным пожарам. Я так понимаю, да? Правильно?
Ama hep kutladık. Hevilin barı hokunundan, barı Мы должны etilerinden, план работы ilk нашей darkan мы не можем растечься по всему древу, по всей этой проблеме. То есть нам надо конкретный план работы вот нашей комиссии. То есть, значит, наша комиссия организовывает круглый стол с привлечением специалистов. не только специалистов, а ил далкан тахымыгар, хепте, ил даркан тахымыгар. Bu kapsetini barım unyustan olurum. Ol toyan maslовойниковы кыттан ыран olurum. Hepte tögürü olsun gitarga ol жаста дихан. Ну, хорошо, все есть, то есть, но на максимально высоком уровне. Мы не можем гарантировать, мы тоже такие же общественники, как и вы, мы не можем гарантировать, что у Илдархана, да, в его графике работы, учитывая напряженность его труда, то есть получится его личное присутствие, да, на этом заседании. Вот он этини киллер канада. Да, а вопрос мы поставим. Все есть, спасибо. Вот и далее я хочу предоставить слово представителю Центра экологического просвещения ЭГ Дмитриевой Валентине Иннокентьевне. Добрый день, участники совещания. Предложение Степана Дмитриевича о том, чтобы протестовать против любой масштабной вырубки, должно, конечно, облечься в какие-то определенные конкретные мероприятия. Если говорить по данным проектам, по проектам, представленным по Ангара и Вул-Лэнд-24, то, конечно, проект движется так, как он должен был двигаться. Если мы хотим действовать только в законодательном поле, то в данной ситуации, если мы хотим запретить вырубку конкретно в этих местах, то это, конечно, только судебное решение может остановить это дело. Поэтому фразу Степана Дмитриевича о том, чтобы не судиться, не поднимать какого-то шума, я абсолютно не понимаю. Поэтому если двигаться в законодательном поле, то сейчас только судебное решение может остановить реализацию этого проекта. Ну и сами посмотрите временной промежуток. Это осталось, как сказали, до заморозков. По заморозкам, значит, компании начнут эту вырубку. Значит, осталось совершенно немного времени. Поэтому мое предложение заинтересованным лицам подавать судебные иски. При этом, конечно, подавать по разным нарушениям, которые, в принципе, можно выявить при продвижении данного проекта. Они вытекают из тех заключений общественной экологической экспертизы и отдельных замечаний общественных инспекторов в рамках государственных экспертиз. Конкретно по этим пунктам можно попытаться подать заявление в суд. Ну, во-первых, значит, это неучет произрастания краснокнижных растений и наличие краснокнижных видов животных с фауной. Вообще, по закону, конечно, если на местах есть такие краснокнижные виды, то они должны охраняться законом. В повторных документах, значит, исполнитель просто тупо перечислил все те виды, которые были указаны нашими общественными экспертами. Все. На самом деле, конечно, если он признал, что есть наличие краснокнижных видов, то они должны быть оконтурены. В текстовом варианте он пишет, что данных о месте произрастания, о местах гнездования и так далее у него не имеется. Тогда он должен по закону это определить. То есть заказать научные исследования, которые позволят оконтурить эти бесценные участки. И уже вот эти оконтуренные участки нанести на схему лесопользования, где он собирается действовать. Это первое. Для этого он, конечно, должен заказать научные исследования. И желательно, конечно, у тех людей, которые знали, о чем писали, когда перечисляли эти краснокнижные виды. Поэтому в повторных документах только документ увеличился на 2 страницы, то есть на перечисление вот этих краснокнижных видов. Второе. Он четко пишет,
что третьих лиц в использовании этих земель нету. То есть он как бы отрицает наличие других арендаторов. Тем не менее, эти арендаторы имеются. Поэтому вторая группа лиц, которые может подать в суд, это значит нарушение прав охотпользователей, то есть тех охотничьих хозяйств, которые имеют аренду на этих местах. Их там почти десяток. Это может быть уже десяток судебных исков. Ну и, наверное, самое основное – это наличие там охотничьих хозяйств, принадлежащих коренным малочисленным народам Севера, как кооперативу сельскохозяйственному, так и родовой общине. Это находится и на территории Ангара, и на территории Вудленд. Вот здесь коренным нужно хорошо помочь. Для чего у нас, в общем-то, Голомарева подключается к этой теме? Пусть обеспечат юристами, адвокатами и начинают подавать иски. Это второе. Третье, значит, несмотря на то, что утверждается, что будут Министерство охраны природы во всех своих пресс-релизах, во всех своих информационных сообщениях пишет о том, что будет выборочная рубка. В документах стоит сплошная рубка. И при повторной подаче документов, и в первом проекте, и во втором проекте объем вырубки древесины не уменьшился ни на 1 кубический метр. Поэтому только эти, хотя при этом они на словах утверждают, что они теперь будут учитывать, и теперь они в водоохранной зоне рубить вроде бы не будут. В документах, например, по Вудленд написано, что в защитной зоне, то есть в водоохранной зоне рек и речек, они будут проводить выборочные рубки. Тогда как мы от Министерства экологии постоянно слышим, что они даже на основной территории будут проводить не вырубы, не сплошные, а отдельные будут вырубки. Выбирать только спелые перестойные леса. Как видите, в повторных документах, по сути, ничего не изменилось. Поэтому меня, конечно, мягко говоря, очень удивляет, значит, вот все пресс-релизы, которые отправляются от государственного природоохранного органа, о том, что все предложения общественной экспертизы учтены. Ну и, конечно, это и последний пункт, которым мы сильно отмечали, значит, это то, что действительно наличие ледовых комплексов в этой, значит, территории, и на этих местах действительно рубить абсолютно надо запретить. В местах пролегания этого ледового комплекса. Но об этом, я думаю, Институт международоведения свое веское, четкое слово скажет. Кроме этого, значит, как вы знаете, значит, ну, возможно, вы и не читали заключение общественной экспертизы, вот все эти леса в этой местности относятся к девственным лесам, к категории девственных лесов. И поэтому все, значит, развитые страны цивилизованные, которые используют международную лесную сертификацию, не будут приобретать эту древесину. Они очень щепетильно к этому относятся. Так что можете очень четко получить представление о том, что эта древесина пойдет на Китай, с учетом того, что у нас нет, по-моему, достаточно деревообрабатывающих производств на территории России. И потом в виде такой дорогостоящей продукции из древесной, как из самой древесины, так и из ее отходов, мы будем приобретать за очень большие деньги. Вот, пожалуй, у меня и все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Так, слово предоставляется Александру Николаевичу Федорову, заместителю директора Института межзлатоведения. Ну, пока Александр подключается, позвольте мне еще немножко добавить, да, все-таки именно как от представителя общественности. Но, по-моему, сейчас уже наступил тот самый период, да, которым уже абсолютно нельзя пренебрегать. О том, о чем я говорю, с момента получения отрицательной экспертизы получения отрицательного результата государственной экспертизы. О том, что сейчас нужно писать протестные письма непосредственно лесопользователю.
от всех общественных формирований, начиная, как вы говорите, от Алёкминского улуса и кончая Тампонским. Существует огромное количество общественных институтов, как женсоветы, советы ветеранов, школьное лесничество, различные группы, значит, экологические центры, экологические советы при районных, при улусных советах депутатов. От всех этих структур нужно писать абсолютно протестные письма на адрес этих вот двух компаний. Ну, собственно, одному и тому же человеку. О том, что действительно выразить свое мнение. Все ваши предыдущие письма по нашим местным структурам, по федеральным структурам, как вы понимаете, абсолютно не дали никакого результата. Вы должны полностью забросать его этими письмами протеста, чтобы он каждый день получал эти пачки писем. Достаточно 3 людям собраться и от лица этой инициативной общественной группы писать, выражать ваш протест против вырубки верховья реки Амгар, начиная с Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Спасибо. Так, можно, да? Пожалуйста. Добрый день всем. Ну, проблема, она, конечно, известная, и, конечно же, она касается всех жителей Якутии, мы так считаем. И вот на прошлой неделе была конференция, видеоконференция под председательством председателя Госкомитета Российской Думы Николая Петровича. Ну, он возглавляет комитет по охране землепользования, охраны природы и так далее, ну и лес. По лесу была пресс-конференция, и там, ну, мы участвовали, Институт мирослаговедения и Ильтумен от Якутии участвовал. И там была, конечно, мы свое видение сказали, почему вот такие проблемы стоят, потому что у нас нет регламента использования лесов, регламента вырубок. И, конечно, вот то, что Валентина Иннокентьевна сказала, то, что сплошные вырубки, вот эти на 2 участках, они есть и были. И, конечно же, это мы возмутились вот насчет этого. А председатель комитета Госдумы конкретно сказал, почему вы у себя в субъекте федерации, почему вы не решаете эту проблему. И обратился к Владимиру Михайловичу конкретно, вот председателю нашего комитета по землепользованию. Почему вы не делаете? Это же ваше право. И, ну, оказалось, что вот такое право мы могли бы использовать. Но выступил министр охраны природы Республики Саха Сахамин Афанасьев, Миланович Афанасьев, и сказал, что у нас регламент есть. У нас регламент есть, и конкретно сказал, что на вечной мерзлоте разрешены только выборочные вырубки. Я вот до сих пор ищу вот этот регламент, и этого регламента нигде нету. Ну, можно у Сахамин Милановича спросить, наверное, где вот это есть. И почему вот этим департамент лесного хозяйства, почему не воспользовался? Почему вот то, что Валентина Иннокентьевна говорит, вот 100% сплошную вырубку. Там даже не доли вот запасов, вот это, не доли кубометра там не уменьшены нигде. Вот сколько любой вот это деляне,
выделили. Сколько запасов есть, столько же запасов берется вот этим, кто вот этот будет рубить. И тут вообще, вот, конечно же, это вот сперва обязательно нам нужно сделать вот этот регламент. Вчера я тоже выступал вот в заседании Общественной палаты. Конкретно нам нужно сделать вот такой регламент вырубок в Республике Саха-Якутия в условиях вечной мерзлоты. Туда обязательно должны быть включены специалисты, ученые, лесоведы. Конкретно Исаев Александр Петрович, замдиректора Института биологических проблем крилитозоны. Это специалист, который, уважаемый специалист, его знают везде, не только на уровне России, это в мире он достаточно знаком. И, конечно, вот объединив усилия вот этих нашего института и Института биологических проблем крилитозоны, мы могли бы это сделать. На какой мерзлоте, каким образом вести вырубки. Выборочные вырубки, они тоже разные. Можно взять 5%, можно 10%, можно 30%, можно 40%. Вот. Сколько процентов мы должны на какой мерзлоте брать леса? Вот это перестойного, зрелого леса. Конечно, вот это без этого документа, если вот председатель комитета Госдумы говорит, что почему вы в своем субъекте это не делаете, вот это нам надо делать. Это надо вместе с Прокопьевым Владимиром Михайловичем, комитет Илтумена вот по землепользованию. Вот такой регламент обязательно надо сделать. Потому что, сами амгинцы вот тоже сказали же, что это первый опыт. И, конечно же, вот эти арендаторы, там, кто хочет, вот они хотят, конечно, они смотрят на весь лес Якутии. Конечно же, это не только проблема Амги, это проблема не только Якутии, это проблема 65% территории России. Если всю Россию вот на вечной мерзлоте мы будем вот этот рубить вот таким образом, как рубят сейчас, Забайкалье, Иркутская область, Красноярский край, Дальний Восток, тогда у нас вообще то, что и вечной мерзлоты-то не останется. Потому что все наши исследования, сколько мы уже говорим, сколько мы печатаем, вот этот лес, только лес защищает вечную мерзлоту. Если мы убираем лес, то практически идет прямая деградация вечной мерзлоты. Это очень, мы по этому поводу очень много выступали, и, конечно, наши статьи там можно прочитать в любом журнале, научном журнале, и, конечно же, лес играет очень большую роль. И поэтому я предлагаю, Николай Андреевич, наверное, в комиссию надо ввести обязательно Исаева Александра Петровича. И, может, по его усмотрению тоже специалистов надо добавить, потому что, по регламенту, надо работать по регламенту. И то, что я, конечно, поддерживаю Валентину Иннокентьевну, то, что она сказала, она совершенно права, какими методами и так далее, вот бороться там и так далее, я согласен полностью. Но надо вот нам, чтобы вот это защитить вот эти всю Якутию и мерзлотные области, нужно вот этот регламент, вот такой регламент надо сделать. Я думаю, и Общественная палата в этом смысле, она, конечно,
я думаю, никто другой, наверное, с таким предложением создать регламент вырубок, использования лесов на вечной мерзлоте, наверное, никто не может вот это выдвинуть такую проблему. Я думаю, это вполне возможно от общественной палаты вот с таким предложением выйти прямо на правительство Якутии. И, конечно же, с Министерством охраны природы, хотя они, конкретно будем говорить, врут конкретно в этом смысле по АМГе, но тогда мы можем, если у нас регламент будет, мы можем как-то вот уже официально никого не допускать, кто будет не соблюдать вот этот регламент. А регламент это сделать, я думаю, это не так уж сложно. Вот регламенты по другим регионам я видел, есть они. Ну и такую же надо здесь нам сделать. Ну, у меня пока все. Ясно, спасибо. Вот, и предоставляем слово члену молодежного правительства Республики Саха-Якутия, представителю общины коренных малочисленных народов Алданского улуса Винокурову Никону Иннокентьевичу. Микрофон включите, пожалуйста. Слева внизу. Да, нашел. Ага. Пожалуйста. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю родовую общину Венгели. Да, я согласен со всеми пунктами, которые сейчас говорили. Да, действительно, нам надо судиться. И по закону, по лесному кодексу так и написано, по идее. И я так думаю. Вот Валентина Акетя, вы правильно говорите, что экспертиза смотрела насчет краснокнижных животных и растений. Как вы сами знаете, на территории Сумнагино-Селегинского резервата, они, получается, граничат с нашей территорией Охотубодии. Там прирастает рябинно-резинник Чекановского и якуша, птица. Так, и другие, там берета, и и одно еще скажу. Да, нам действительно надо как-то, действительно нужен юрист для судебных исков, чтобы подать. Как вы сами видите, вот половину территории у нас захватывает. У нас территория 150 тысяч гектаров земли. А в Ундленд получается 177 тысяч гектаров земли. У нас, как выиграл, да? Он захватывает не только территорию СПК Круингвели, а также территорию АО Хадыстыр, совхоз Хадыстыр. Там, по моим данным, охотятся члены родовых общин и члены ОАО Хадыстыра. На нашей территории СПК Круингвели сейчас в данное время охотятся 3 семьи. И где вот они как сказать, выборочно вырезали нашу территорию, там находится охотничьи угодья. Стоят избушки, они там охотятся, люди. И вот я не понимаю, как они у меня нет, как сказать, слов даже высказаться насчет этого. Да, надо судиться. Вот мое предложение. Я согласен со всеми насчет этого. Спасибо за внимание. Ясно. Так, предоставляю слово члену Общественного экологического совета Министерства экологии Степанову Ивану Валентиновичу. Добрый день, уважаемые друзья. Меня слышно, да? Да. Ага. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас уже был определенный опыт
защиты реки Лена. И в этой борьбе, конечно же, вот эти митинги, протесты какую-то роль играли, но самую решающую роль сыграли ученые. Вот именно такие ученые, как Федоров Александр Николаевич, который сейчас здесь участвует, и Валентина Никитина Дмитриева. Это во-первых, да? То есть я рад, что вы привлекли ученых. Мы сейчас, на прошлой неделе, кстати, я обратился к министру экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамину Милановичу о том, чтобы рассмотреть этот вопрос. Завтра в 3 часа мы встречаемся по этому вопросу тоже в формате ВКС. Вот, и будем рассматривать этот вопрос. Я что хочу сказать. Во-первых, вот действительно, по лесному кодексу мы сейчас можем только юридически подать иск в суд. Но надо иметь в виду, если мы сейчас не подготовимся, опрометчиво подготовим вот эти свои исковые заявления, то у нас больше не будет возможности в суд обратиться по одному и тому же вопросу. Ну, вы все это знаете, да, право? Поэтому необходимо очень серьезно вот до осени этот вопрос как бы расписать, чтобы мы смогли успеть их остановить в судебном порядке. Это первое. Второе, я считаю, что вот эти две организации якобы не связаны, но мы все знаем, что они все связаны, да? Что это как раз-таки из той области, где вот произошла ужасная вырубка. И я считаю, что это пробный шар громадной, серьезной интервенции вообще в нашу республику. Собираются вырубить все наши леса, но если сейчас мы им позволим вот так вот прокатить этот способ, то они по этому способу будут тиражировать и действительно своими грязными ногами, как говорится, пройдутся по всей нашей девственной земле. И хочу сказать, что вот Александр Николаевич, когда вот с Федоровым общался, я понимаю, что мы являемся некоторым как бы бампером, форпостом, защитой всей России, потому что вот эта наша вечная мерзлота, она защищает от большого наводнения всю Россию, вплоть до Урала. Поэтому, защищая эту реку, мы защищаем всю Россию. В плане того, что обязательно надо обратить внимание на то, чтобы мы в будущем исключили вырубку вот в таких ярко выраженных масштабах, да, масштабных целях, когда вот вырубается, ну понятно, что коммерческая организация с Иркутска сюда приехала не для того, чтобы прореживать наш лес, чтобы у нас не было пожаров, чтобы у нас перестойный лес убрать. У них совершенно другие цели. Они об этом не афишируют и громко говорить не будут, даже будут скрывать. Поэтому мы должны это понимать и исключить эту возможность. Завтра мы вопрос о регламенте остро поставим. Даже, может, сегодня уже начнем готовить их к этому. Поэтому я вот на этих направлениях хотел бы попросить остановиться. И давайте вместе, конечно же, работать. У нас есть определенный позитивный опыт работы совместной общественной палаты, нашего общественного экологического совета. Мы все-таки активно поработали в защите реки Вилюй. Кстати, вот, Николай Андреевич, вот большое спасибо вот за то, что было сделано общественной палатой в прошлые разы. Вот, и надеемся, что в этот раз мы отстоим реку не после того, как уже трагедия произошла, а именно не допустим этого. Спасибо. Так. Ага. Ну, теперь прошу членов рабочей комиссии. Ага. Николай Андреевич, сейчас скажу, да, несколько слов быстренько. Альбина Васильевна, пожалуйста. Ага. Ну вот, я совершенно полностью поддерживаю Валентину Иннокентьевну. Действительно, мы должны работать в нормативно-правовом поле, потому что, ну, эмоции — это хорошо, эмоции иногда, конечно, как-то вот подтягивают людей, общественное мнение готовят, но тем не менее, одними вот эмоциями ничего сделать невозможно. Поэтому мы должны готовить документы. Вот правильно говорят, что нужно подготовить иски, надо проводить какие-то вот, писать заявления в суды. Но опять в суды обращаться, правильно говорит Степан, что надо обязательно грамотно, хорошо подготовить.
и тот же самый регламент, у нас, кстати сказать, по республике, вообще регламентов нету отдельно для нас. У нас начинает здравоохранение, образование и так далее, регламенты по всей России одинаковые. Хотя мы совершенно прекрасно представляем, что крайний север, там Арктика, это совершенно другие условия и требуют своего подхода, своих регламентов. Но тут встает совершенно другой вопрос – финансирование. Вот мы все говорим, надо делать регламент. Кто будет делать? На какие деньги? Надо писать иски в суды, нанимать адвокатов. Кто это будет? За какие средства? Где брать деньги? Вот все упрется опять у нас в финансирование. Поэтому здесь тоже надо как-то вот подойти грамотно. Там, а юристы постоянно на общественных началах работать не будут, это однозначно. Тем более, что действительно это большая работа писать хороший, грамотный иск. Это, наверное, даже не всякий юрист сможет, то, что касается охраны окружающей среды, да, вот, а разрабатывать регламенты, тем более, это целые институты, целые научные сообщества должны работать в этом плане. Кто будет бесплатно это делать? Где взять деньги на это все дело? Вот на этом тоже надо фокусировать большое внимание, а то все наши хорошие посылы, они в итоге уткнутся вот как раз все финансирование. Вот у меня вот такой как бы крик души или предложение или что. Вот спасибо. Так, еще члены комиссии предложения в план работы. Николай Андреевич, можно? Да, конечно. Ага, пожалуйста. Это Анис Сергеевич. Нам бы вот эту схему вырубки леса размножать, потому что должны знать, где и сколько объема там отвод сделали. И если у нас была бы на руках эта карта, мы бы сейчас уже сами бы сидели, отрабатывали там и лесной состав и так далее, девственный лес там стоит или там резервный лес стоит. Но чтобы работать, мы должны знать проблему. А то сейчас у нас на руках нет этой карты. Схему это надо нам раздать. Вот мое одно предложение, что у нас у членов комиссии была схема вырубки леса с привязкой к местности. Чтобы ориентироваться на работе. А то там пешком будешь ходить, никакой ориентировки нету, потому что тайга большая, и как ориентироваться? Что была карта, на карте быстро по схеме мы сориентируемся. Я так думаю. Это первый рабочий вопрос, который мы должны на руках держать. Сколько там вырубки, сколько кубометров леса и так далее. Простые же показатели. Нужны показатели вырубки для членов комиссии с приложением карты. У меня пока все. Николай Андреевич, можно скажу? Так, пожалуйста. Николай Андреевич, да, вот, ну, завтра нам надо, конечно, на встрече с Саханом Милановичем быть, вот, присутствовать тоже. И у меня вот вопрос, как они вообще прошли госэкспертизу, вот, если это являются там места традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, и проходили ли они вообще этнологическую экспертизу? У нас есть закон об этнологической экспертизе. Вот, что они должны будут, какой ущерб они принесут вот, коренным малочисленным народам, и это должно быть в этнологической экспертизе. Они прошли или не прошли? И вот мы все, ну, и кто вообще эксперты, которые вот провели эту госэкспертизу? Мы должны знать этих героев в лицо. Вот. И предлагаю нам поскорее, конечно, вот надо выехать на место, посмотреть, вот, если там есть, конечно, и чтобы комиссии поехать, посмотреть, есть там и краснокнижные, вот говорят, растения и животные. Поэтому быстрее нам надо вот еще выехать до заморозков, посмотреть на месте. Спасибо. Да, так, Владислав Петрович, пожалуйста. Добрый день. Микрофон поближе. Микрофон поближе. Не слышно. Владислав Петрович, не слышно. Мы прежде всего должны начать с общенародного участия. На примере защиты реки Вилюй мы знаем, что тут происходит как бы некая отстраненность людей, да? Как бы проблема это одного региона и так далее.
здесь мы должны поднять всю республику. И Софья Лаврентьевна сказала, что вот, например, вопрос реки Амгы касается нескольких районов, начиная от Алёпинска, да? А реки Амга, затем Алдан и притоки Лены, это все у нас большой водный бассейн, который имеет очень важное значение. Поэтому мы должны всю республику, особенно северные реки, сейчас мы знаем, что в связи с освоением арктических территорий, шельфа и так далее, на севере будут проводиться очень большие работы. Северные реки в каком состоянии находятся, когда и мы сами там вносим свою лепту, когда там работают поисковики Мамонтова, Бивня и так далее. Вот поэтому надо нам это движение расширить. И второе, через Илтумен все-таки надо добиться того, чтобы были внесены изменения в лесной кодекс, в регламент департамента лесного хозяйства нашего Минэкологии. Потому что вот замруководителя департамента лесного хозяйства России говорил уже на лесном форуме, что регионы должны и могут вносить свои региональные нюансы в это законодательство. В прошлом году в мае я участвовал, кажется, в изменении лесного кодекса на комитете Илтумена. Лесной кодекс там включалось где-то 15-16 страниц пунктов об использовании валежника. А о том, как защищать наши леса от промышленного освоения, там говорилось всего в 2-3 пунктах. На мой вопрос, почему так, председатель комитета вот, Владимир Михайлович Прокопьев ответил, что имеются соответствующие другие законы, например, о деятельности промышленных компаний и так далее. Между тем, все эти пункты надо указать, внести в лесной кодекс. Нельзя так, чтобы наши леса могли безнаказанно, бесконтрольно вырубать. Вот. Насчет юридического обеспечения нашего движения. Все-таки нам надо как-то действительно вот, решить этот вопрос, создать какой-то фонд, чтобы содержать грамотного, знающего вот нюансы лесного дела и речного дела специалиста, юриста, чтобы он мог представлять наши движения в судах, обращаться с исками и так далее. И необходимо также упорядочить вырубку лесов промышленными компаниями, которые осваивают наши недра. Мы знаем, что на западе республики леса вырубаются для профилей в огромных количествах. Кто летает на самолетах, в Мирный, например, когда пролетаешь, начиная от Нюрбинского, Сунтарский, Мирнинский район, они все исполосованы этими профилями. Никто их не восстанавливает, никто не убирает, все там лежит и гниет. И все-таки через Илтумен нам надо добиться того, чтобы все промышленные компании, которые работают у нас, в том числе и вот, лесозаготовитель, вот этот, чтобы они каждый год отчитывались. Если они берут в аренду лесные, огромные лесные площади на 49, на 46 лет, они должны ежегодно представлять отчет о том, как они работают, сколько вывезено, сколько вырублено и так далее. И когда человек затевает какое-то дело, он всегда старается все разузнать о партнере, насколько он добросовестный, насколько он платежеспособен и так далее. Да? А вот мы предоставляем огромные лесные площади на полвека господину Маслобойникову, который имеет очень сомнительное прошлое. В прессе полно сведений о том, что он в Красноярском крае, в Иркутской области вырубил огромные массивы лесов, не оплатил ни государству, какие-то за ним долги тянутся. А мы ему отдаем огромный лес.
и на такие большие сроки. И наш министр на голубом глазу заявляет, что все это в рамках закона, что контракт, что он действительно юридически обоснованно прошел все экспертизы и так далее, и получил этот контракт. Мы в прошлом году на Конгрессе народа Саха приняли очень большой, состоящий из около 40 пунктов резолюцию, в которой мы просили еще тогда, в прошлом году, Амгу полностью в бассейне реки Амги полностью запретить добычу полезных ископаемых, вырубку лесов, там сплошные, не сплошные, выборочные, все надо запретить, потому что это единственная водная артерия, которая у нас в таком более-менее приличном состоянии сохраняется. Вот у меня все. А еще одно. Вот начинать надо с себя все-таки. Я много езжу по республике. В прошлом году вот по делу реки Вилюй очень много ездил туда. У нас леса вокруг наших населенных пунктов находятся в безобразном состоянии. Это мы сами, это никто, не промышленники не приходят там гадят. Свалки кругом, вокруг каждого поселка вообще в страшном состоянии наши леса находятся на территориях населенных пунктов. Поэтому муниципальным образованием тоже надо задуматься. Здесь огромное поле деятельности для школьников, которых можно привлекать и к очистке лесов, и к экологическому просвещению, чтобы мы действительно перестали вот в своем доме гадить. Еще есть предложение? Так, можно я скажу, да? Да, пожалуйста. Так, ну я представлюсь, потому что меня не представили. Меня зовут Черепанова Альбина Прокопьевна. Извиняюсь. Извиняюсь. Да, значит, я представляю, видимо, буду входить в состав нового состава Общественной палаты. Так я занимаюсь в большей степени общественной работой в Союзе женских организаций. И полагаю, что вот моя степень кандидата наук позволит этот вопрос тоже подключиться по лесоохране. Я бы хотела уточнить вообще, какой статус нашей вот этой комиссии, какие наши полномочия. Ну, об этом сейчас никак не говорилось, видимо, ответа нет на этот вопрос. Видимо, об этом надо будет тоже подумать, какой вообще наш статус. Второе. Я полагаю, есть задачи вот сегодня срочные, есть долгосрочные задачи. Вот что касается долгосрочных, ну, хорошо, вот я многих участников знаю нашей сегодняшнего встречи, дискуссии. Мы проводили в 2018 году, это Народная партия женщин России, такой большой круглый стол, дискуссионную площадку по обсуждению еще проекта закона о вечной мерзлоте. Это была серьезная, прямо 4-часовая дискуссия, где были все представители Минстроя, наших там проектировщиков, строителей, ученых, конечно. И очень было отрадно, что закон сейчас принят. Наш субъект в стране единственный, не только в России, у кого такой закон действует. И я думаю, что закон об охране вечной мерзлоты, рациональном использовании охраны вечной мерзлоты, является вот той базой, на которую можно опираться. И сейчас инициатива нашего парламента ЕЛТУМЭН вынести проект закона на уровень Российской Федерации тоже, ну, это большое событие предстоящее. Какое у меня здесь предложение? То, что вот амгинцы молодцы, просто вот как-то так подняли высокий вопрос, нам не хватает инициативы наших районов, некоторых, вот Ленского, Алёпинского, например, да, Аймаконского, где тоже прошли такие же торги. Это первое. Второе. Нам нужна поддержка наших соседних субъектов. Того же Магадана, где аналогичная ситуация, тоже Иркутской области. Поэтому нам нужно как бы заручиться взаимной работой вот с этими субъектами. Поэтому я говорю, каков наш статус нашей комиссии, мы могли работать с субъектами, ну, соседними, по крайней мере. Вот это нужно, может, как-то оговорить. Что касается регламента, конечно, это очень важный, нужный документ, но надо понимать, что это все лишь будет подзаконным актом. А вот закон, это, который у нас сегодня разработан, будет основой наших, может быть, ну и других в последующем судебных исков.
Вот короткое у меня замечание. Спасибо. Ясно. Ну, статус нашей рабочей группы определяется законом Республики Саха-Якутия об Общественной палате Республики Саха-Якутия. Там все наши права и полномочия указаны. Вот. Ну, в чем плюс Общественной палаты Республики Саха-Якутия? Это в том, что согласно и федерального законодательства, то есть даже представители федеральных органов власти, да, они должны отвечать на наши запросы и быть подотчетны вот нашим, скажем так, вопросам, которые мы задаем. То есть они не могут сказать, что это вот региональное видение. Вот если Общественная палата проводит мероприятие, если Общественная палата направляет запрос, то все федеральные органы обязаны отвечать и принимать участие на наших мероприятиях. Но это по статусу. Ну, что касается вот вашего предложения по межрегиональному сотрудничеству, это очень интересное и правильное предложение. Поэтому давайте, у меня есть предложение подвести черту, и я вам сейчас зачитаю предложения, которые поступили, и нам надо будет примерно указать сроки исполнения тех вот ваших предложений, которые вы озвучили. Ну, это первое, это участие на мероприятиях Минэкологии по данной тематике, это постоянно. Вот, и проведение и участие на выездном заседании в Алдане, да, вот это в августе. Вот, проведение круглого стола по лесному хозяйству тоже давайте в августе. Вот, и после проведения круглого стола по лесному хозяйству это обратиться в Вилтумен и правительство Республики Саха-Якутия по регламенту вырубки лесов и с постановкой вопроса о финансировании данной научной работы за счет бюджета республики. То есть, ну, давайте поставим вопрос. Хотя, конечно, ситуация достаточно острая, как вы знаете, вот, в экономике республики, но этот вопрос требует безотлагательного решения. Вот. И здесь оказать содействие в подготовке судебных исков и подготовке протестных писем постоянно. Вот. И здесь вот предложение, которое было озвучено несколькими выступающими, это создать краудфандинговый фонд для подготовки судебных исков вот, на базе юридического лица экологической организации. То есть тут надо, это тоже с юристами посоветоваться, кто сможет принимать вот эти вклады. И этот самый, я думаю, это сейчас вот мобильный банк очень широко распространен. Если мы сможем правильно, грамотно, вдумчиво обратиться к населению республики, я думаю, население поддержит. Потому что понятно, что общины коренных малочисленных народов вот, из Алтайской улуса, они за свой счет вот этот иск, например, подготовить и подать не смогут. Вот. И у меня такое личное вот предложение, вот как Александр Николаевич посмотрит, я не знаю, вот был озвучен вопрос о вечной мерзлоте, и вот я предлагаю внести предложение Вилтумен и правительства по организации научно-практической конференции по вечной мерзлоте. Вот, как-то это сейчас на слуху. Если мы сейчас проведем, то это будет воспринято. Можно, например, провести как бы такими первую конференцию провести на уровне Дальнего Востока, да, и вторую, например, вывести на всю Россию. И мы тогда смогли бы охватить и Общественную палату Российской Федерации. Вот недавно Российская проводила тоже видеоконференцию, совещание. Вот новый руководитель комиссии по экологии и природопользованию Шаройкина Елена. Вот, и можно было бы с помощью Общественной палаты России вот
провести. Так, и очень интересный опыт Амгинского УЛУСа — это вот внести предложение по проведению экологического конкурса в Наслегах. Вот, и с этим предложением вот обратиться в администрацию главы и правительства, да. Вот, сейчас, к сожалению, Мингроба нету. То есть, кто курирует вот общественные организации в правительстве? Минмол. А вот Минмол, да, Минмол обратиться, да, то есть вот по экологическому конкурсу в Наслегах, чтобы они какой-то призовой фонд выделили, и мы могли бы, например, в прессе рекламировать те наслега, которые вот активно участвуют в оздоровлении экологии. Ну или через Министерство образования, да. Вот, и здесь поступило интересное предложение вот поместить информацию о проекте вот вырубки леса в верховьях Амги на сайте. Вот, и у меня вопрос вот к Валентине Иннокентьевне. Этот вот общественная экологическая экспертиза проекта — это открытый документ? Вот отчет. Конечно, открытый. Ага, ну вы... Ваша помощница уже запросила, я отправлю. Ага. Вы уже распространяете. Тогда давайте мы этот разместим на сайте Общественной палаты Республики Саха-Якутия, вот этот проект, чтобы каждый мог видеть, вот что за проект, что за это, вот и как уже сказал это сам. И результаты этнологической экспертизы бы тоже посмотрели. Ну вот, да, вот в этой общественной экологической экспертизе должны быть и параметры всего проекта. Вот мы тогда на сайте Общественной палаты разместим. Ну и межрегиональное сотрудничество с регионами, с общественными палатами регионов, да, это вот постоянно. То есть, обязательно. Иркутск, Красноярск, включите или? Не, ну обязательно, конечно. Это вот мы с общественными палатами, у нас связи есть, с Иркутском мы тесно работаем, то есть мы на них выйдем, но в принципе, конечно, это уже от нас не зависит, мы посмотрим, как у них вот общественная активность общественных палат самих. Но на Красноярский край и Иркутскую область, Хабаровский край, там, так далее, вот у нас есть даже объединение общественных палат Дальнего Востока, да? Вот Алексей Егорович Сергучев активно участвует на заседаниях, то есть мы всем направим. Вот, но пока все. Еще есть какие-то вот предложения в план? По регламенту какие сроки разработка? Ну, мы напишем письмо, Владимир, в правительство, а там они как рассмотрят. Ага, то есть мы вначале проведем круглый стол, на котором озвучим эти проблемы. Вот послушаем ответ специалистов. Вот, а вдруг они будут нам, ну, в смысле, не вдруг они будут нам, а скорее всего они будут нам доказывать, что не надо разрабатывать регламент, уже есть руководящие документы. Но мы должны на круглом столе доказать, что он нужен, и после этого направить письмо по итогам вот этого круглого стола. Ага. Так, пожалуйста, Владимир Ильич. Добрый день, уважаемые семьи. Владимир, насчет, можно добавить еще или спросить, вот, тут предлагали осветить его Маслобойникова в прессе и сделать журналистское и плюс юридическое расследование. Коллеги, у нас есть федеральный закон 212 об основах общественного контроля. И вот согласно этому контролю мы как субъект, это общественная палата, может провести общественную проверку. Вот, согласно федеральному закону, да. Вот это я предлагаю сделать тоже. Делайте это, тоже надо общественную проверку. Вот что за человек, что за личность прописать. Проверка вот этих ООО. То есть мы можем вот эти юридические лица проверить. Все? Николай Андреевич, можно вот маленькую... Ага. Вот эту... Я просил вот все-таки включить в нашу группу, да, в нашу группу Исаева. Да, да, обязательно. Александра Петровича. Хорошо было бы включить, конечно, это специалист по лесовет. Ага. Мы план работы
Александр Николаевич, этот самый, обсуждаем, да, а то, что рабочий момент включения дополнительного члена, понял, мы понял. решим в рабочем порядке. Обязательно. Хорошо. Ага. То есть еще есть предложение? Николай Андреевич, в комиссию надо включать Максима Трофима Христофоровича. У него очень крупная лаборатория по исследованию леса. Мерзлоты. Профессор. Не, ну тут всех мы можем привлекать как экспертов, понимаете? Мы всех обязательно. Он тоже от Института биологии, поэтому, как вот Александр Николаевич сказал, вот Александр Исаев может привлечь к работе и других представителей института. Ага, но слово Владимиру Владимировичу. Недавно Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, делал обращение, где он именно обострил свое внимание на общественном контроле национальных проектов Российской Федерации. Как мы знаем, работает у нас 13 проектов, и одно направление – это проект «Экология». Вот. И мы по итогам работы рабочей группы могли бы внести свои предложения, вот именно по свои предложения. Вот. И сегодня я вот, допустим, скидывал в группу информацию о том, что вот в Филиппинах, да, дети, государство уже на законном уровне приняло вот именно программу экологического воспитания. Там 10 выпускников, то есть выпускники должны ежегодно высаживать 10 новых саженцев деревьев, да, допустим. И завтра у нас планируется мое участие в общественном совете Министерства образования и науки. И я хочу этот вопрос поднять, да, чтобы именно, допустим, если вот в Филиппинах ребенок, выпускник, который не посадил 10 деревьев, да, он уже не может получить итоговый аттестат об образовании. Вот. Но такого рода механизмы мы тоже должны внедрять в нашей республике. И у нас есть ведомство, министерство, которое этим занимается, тот же Минмоцовском, Министерство образования и науки, и мы должны в эту работу тоже вовлекаться. Спасибо. Можно мне? Можно мне, Андрей? Вот у меня было предложение, ну реально действительно поднять протестную волну. Это как раз вот удел общественности, то есть отправка писем протеста с тем, что абсолютно не согласны, чтобы две эти компании начали сплошную вырубку верховья реки Амги. Письма, протесты в эти две компании. Ну, с каким-то пунктом надо включить, наверное. Не, ну, ваше предложение, я же вот зачитал, оказать содействие в подготовке судебных исков и подготовке протестных писем. Хорошо. Но формулировку, вот если у вас есть предложение по формулировке данного пункта, да, просьба Тамаре Николаевне написать как вот более, ну, потому что надо все-таки, да, грамотно. Ну, нет, Николай Андреевич, как раз ценность этих писем в их уникальности. Как кажется вот этой общественной группе, почему они не хотят того, чтобы произошла эта вырубка. Совсем не обязательно, чтобы это были какие-то экспертные выражения, какие-то вот использованные. Нет, в нашем протоколе имеется, в плане работы имеется в виду, как пункт плана работы надо все-таки канцеляритам немного написать. Все-таки таким были... Ага. Нет, ну от общественной палаты ты напишите, наверное, сами. Ну хорошо, тогда вот мы сами напишем. Еще есть предложение? Вроде, мне кажется... ил кантамыгар төгүрүк остолу тахатыр онлайнның үйтекана дигәне. Ваҗадхана бу билген сакайрын үдгән бүтүнне улахан алҗакай булуга. О теке эпеке кутуан туат Россия динен бүтүнне барар. Онон кини жаһалынан неметон 97 сида ише бурган турды. Олоны ми болконталыгын оны икенен Еган Егорович Максимов тен Новосибирский голорор беги би дойдулакпа. Атамшик. Кинеме беетине дитигер киллерен турар. Бу жылыны бүтүннү коготок айылка карыстылы министерствода беете сыспытын билинен беете көннөрүн сөптү. Онун улакан айданнары гытта этини мекилдери канады жаады.
Вот он бегете круглые столлары и торгаген турдутти ламтыгар. Он круглые столларга булгучу юктумен кытыта сабагаланар было. Он антон Владимир Михайлович Прокопьев тените амма вопрогон улаханны турорсар кин. Вот руководитель постоянной комиссии юктумен Владимир Михайлович Прокопьев вот на прошлом лесном форуме вот просто, скажем так, заставил Николая Петровича Николаева дать слово вот Михаилу Николаевичу Железняку. То есть именно по АМГе. Потому что там пытались некоторые выступить, но им слова не давали. Вот, поэтому Илтумен, он в курсе этой тематики, он уже рассматривал этот вопрос весной этого года. Поэтому и в дальнейшем однозначно наша рабочая комиссия будет работать вместе плотно с Илтумен, Государственным собранием. Илтумен ботак Илдаркан дивен. Илдаркан хебелеген бетин Айсен Сергеевич Николаев бетин сордонан. Bu mana yan bütün totam yer gıktakken eten turur седалище. Ол onu prosuna. Kini hogotak bu manni gulukan ol bu tugay dana tahar bakara hebilingi toktota mihenser. Sokuonlar dokumonlar toktar bartavallar gen. Нет, но давайте, это такой неконкретный вопрос, не относящийся к плану работы нашей рабочей комиссии. Поэтому, и тем более весной этого года Айсен Сергеевич принял волевое решение, да, о приостановке проекта в связи с непрохождением экспертизы. Ну, а так как вы знаете, что экспертиза повторно пройдена, поэтому сейчас это будет, вопрос будет решаться. Я думаю, что вот, работа нашей комиссии, вот, завтра будет общественный экологический совет Минэкологии, да, то есть вот то, что общественность будет ставить этот вопрос, обязательно попадет в, скажем так, на глаза и в руки Илдархану Айсену Сергеевичу Николаеву. Поэтому я думаю, что он примет соответствующее решение в свое время. Ну все, тогда, если больше предложений нет, то члены комиссии давайте проголосуем вот, за наш план работы. Пожалуйста, кто за? Так. Ага. Кто против, воздержался? Так, ну, единогласно. Ага. Но работу сегодняшнего совещания считаем закрытым. Большое спасибо всем за участие. Вот, и Альбине Прокопьевне вот все-таки с боевым крещением в качестве члена Общественной палаты Республики Саха-Якутия 4-го созыва. Да, спасибо. Спасибо всем. До свидания.